Министерство культуры совместно с продюсерским центром «Сылдыстар» проводят конкурс красоты с целью возрождения национальных и духовных ценностей традиционной культуры народа Тувы. Организаторы в этом году проведут конкурс без этапа купальников, но будет много других мастер-классов, акций и даже этап на Чабанской стоянке, где участницам предстоит показать свои умения готовить блюда традиционной тувинской кухни. В этом конкурсе хочу тоже показать себя, испытать свою удачу и некоторым людям доказать, какая я и на что я способна. Так как после одного конкурса у меня некие проблемы были, конечно, с этим. И вот теперь я хочу тоже доказать, что я все смогу. Это ничего не пугает, потому что я девочка бесстрашная, ничего не боюсь. Мне, наоборот, новые испытания для меня это в пользу. Я умею готовить, ездить верхом, доить корову, так как у родителей есть скот, быт. Умею все чистить, меня мама научила это еще давно. Я очень люблю свою малую родину, и с детства меня волновал вопрос о том, как бы улучшить свою родину Туву. И после долгих раздумий я пришла к выводу о том, что надо, во-первых, начать с себя, надо заняться саморазвитием, и, конечно же, делать добро, помогать другим, приносить радость. Поэтому я хочу стать достойной дочерью Тувы. Планирую потратить на проекты, которые буду делать на этапах конкурса, и на благотворительность. Я выросла на Чабанской стоянке, и поэтому умею готовить тувинские блюда, и очень рада буду приготовить. Конкурс красоты – это элемент национальной политики, это выбор определенного символа. Одной лишь внешней красоты для участия в конкурсе недостаточно. Необходим образ жизни, позволяющий девушкам завоевать право быть лицом республики, отмечают организаторы. Национальный конкурс красоты Нангна, мне кажется, в этом году кардинально отличается от предыдущих конкурсов, хотя бы именно тем, что сейчас мы отказываемся от купальников. Потому что раньше это были конкурсы именно физического совершенства, а сейчас именно мы выбираем эталон тувинской девушки, такой образованной, красивой, целеустремленной, яркого лидера, которая уважает свою историю, традиции, культ старших, у которых почитается в семье, культ матери, ребенка. В организации конкурса продумана образовательная часть, в которой более даже 50 пунктов, где девчонки будут учиться мастерству речи, актерскому мастерству, тренинги по психологии, как перебороть себя, тренинги по личностному росту. Возраст участниц от 18 до 25 лет. На кастинге было 38 девушек. Не успевшие прибыть в Туву девушки проходили онлайн-кастинг. Ведь главное не рост и параметры, а знание культуры своей малой родины и родного языка. С каждого кажуна будет одна представительница и из Кызыла – 3. Участницам предстоит месяц подготовки, тренинги по лидерству, психологии, ораторскому мастерству, проектной деятельности, занятия со стилистами, дизайнерами, специалистами по тувинской традиционной культуре и истории. Также участие в пресс-подходах, фотосессиях и форумах. В первую очередь мы будем ориентироваться на знание языка, то, что я говорил, на обычаи, тому, что умеет, то не умеет, во время конкурса в течение месяца еще будем учить. А всем участницам я желаю, чтобы они хорошо прошли кастинг. Конкурс пройдет 15 августа в Национальном музыкально-драматическом театре имени Виктора Кукула. Главный приз – 250 тысяч рублей. Айдана Холух, Владимир Суртук, Ангер Оржак, Тува 24.